Всем добрый вечер, всем здрасте. Как обычно, съемка у меня почему-то в темное время суток происходит. Вышла во двор и вижу скорлупу. И не могу понять, каким образом она оказалась тут. Дело в том, что позавчера буквально у меня закончился вылуп цыплят. И всю вот эту вот скорлупу от них я собираю в отдельный пакет. Потом впоследствии, значит, отдаю курам, уткам, цыплятам. Измельчаю я до этого, конечно же. После инкубатора она бывает, скорлупа очень такая сухая. И вот таким образом птица моя восполняет недостаток кальция в организме. И вот смотрю, и лежит. И не могу понять. А потом меня осенило. Разглядела я, значит, и поняла, что вот это вот утиные яйца. Вон мой зангуч, любимый, обожаемый мой. Что он делает? Он пошел к птице, к уткам. Именно что сидит она на гнезде, моя уточка. Я-то знаю, ее и метлой невозможно согнать с яйца. Так он поднял ее, вытащил из-под нее все яйца и по одному перенес вот сюда вот. И съел. Он не голодный. Он не голодный. После того, как купили мы ягнят, вход ему на задний двор воспрещен. Он туда не может идти, ходить. И он уже привык, что каждый день я ему даю по 2, по 3 яйца. Обычно это яйцо, которое я вытаскиваю с инкубатора, не оплод или там замерший внутри цыпленок, я скармливаю своим цыплятам, и пару штучек так перепадает немцу. Зангуч мой очень любит это дело. И вот, представляете, перетащил сюда, мне плохо стало. А все это из-за чего даже я знаю. Он не любит Деда Мороза моего, селезня, мускусной утки. Категорически он его не переваривает. Дело в том, что этот селезень родился у нас во дворе, но мы его отдавали, значит, и потом нам его вернули, так как жалко было их резать, одним словом. И вот мы обратно забрали, приняли. И вот этот вот селезень, он остался во дворе. И одну утку я оставила с ним, остальных всех продали. Вот. И благополучно она снесла 14 штук яиц и сидела уже 3-й или 4-й день на яйцах. Я была очень рада. И вот Зангуч решил, что ему можно, раз ему хозяйка не по несколько штук в день прикармливает, значит, и он решил просто-напросто полакомиться. Он не голодный, я еще раз повторяю, никогда он не бывает у меня голодным. Вот, видите, прикрыла я вот эту дверь, а у нас были гости, вернее, приехали гости, и я, конечно же, побежала к ним, и каким-то образом эту дверь забыла прикрыть. Вот он и поскакал туда. В то время, когда он туда, значит, ходил, не было и этого колеса, которое я там им положила и застелила соломой. И вот все это ему непонятно. Вот он таким образом решил, что это не я, так как не видел, как все это делается. Вот мои цыплята. Я вам как-то показывала, что у меня бойцовая курочка сидит на яйцах. И вот она там вывела 8 штук. И остальные с инкубатора. Одним словом, всех этих цыплят я отдала этой курочке. Вроде бы мамка такая хорошая, спокойная. Не знаю. Приходит у нас смски. МЧС нам периодически присылает смски
и угрожает заморозками. Вот мой зангуч. Конечно же, я его ругаю, но он понял. Он понял все. Все, что я там делаю, я всегда делаю, он всегда рядом, всегда он видит. А тут все это произошло без него. То есть я положила колесо, положила туда солому и усадила уточку туда. Вот он и не понял. Как бы нарушение это в его, наверное, голове умной. Вот он и ликвидировал. Ну все, я выключила свет, пошла. Теперь зангуч будет охранять до утра. Вот мой рыжик. Почему-то шмелечек у нас ушел из дома. У меня есть кот, их 2 уже коты, им по 1,5 года. Вот, шмелечек и рыжий. Шмелечек у меня, не знаю, загулял, не загулял, но уже давно его нет дома. Вот, значит, МЧС предупреждает, что у нас будут заморозки, и я все переживаю за свою рассаду. Ну, альхамдулиллах, что будет, то будет. Конечно же, я переживаю, но переживать-то и не нужно. Вот мои помидоры. Вот такие вот огурчики у меня тут. Вроде бы пока все нормально. Редиску, конечно же, уплетаю. Больше всех ее люблю я. Из-за погоды она очень медленно растет. Вот. Вроде бы все сделала, управилась. Все хорошо. Все спокойно. Ведра, значит, я занесла. Вечно у меня эти ведра остаются там, и утром мне приходится за ними туда таскаться на задний двор. И вот рыжик меня ждет, и мы с ним сейчас пойдем пить чай. Я буду пить чай, а он будет рядом лежать, греться. Вот такие у меня новости. Гнездо мускусной утки уничтожено. Я не знаю, как поведет себя уточка. Посмотрим. Всем всего доброго. До свидания.